Меня зовут Болгужин Бахтияр, я операционный директор Агромаш холдинга, мне 31 год, работаю я здесь 2 года. Начинал я с автомобильного автопрома, то есть занимался и сборкой легковых автомобилей, и также руководил уже процессом по производству, по DKD направлению, по CKD. Спустя 10 лет решил сменить немножко свой профиль, и поступило предложение с Агромаш холдинга устроиться на работу директором, заниматься производством, логистикой, конструкторской документацией. Но вообще это было все с детства, потому что у меня и сейчас и текущее хобби – это крутить гайки, заниматься автомобилями. То есть я автомобили люблю, технику вообще люблю. А это все пришло с детства. То есть с 13 лет я уже сам чинил отцовский автомобиль. Было очень интересно. То есть всегда, не только на этом останавливался. Например, на прошлой работе, так как я 10 лет занимался только производством, я осваивал уже даже азы по окраске техники. То есть это нанесение базовой краски, нанесение лаковых покрытий. Тоже было интересно. Даже мы на прошлой работе создали специальный цех, кто этим занимается. Вплоть до обучали персонал, вплоть до того, чтобы удалять вмятины в ПДР. Агромаш холдинг КЗ, расположенный в Костанайской области, занимает значимое место в агропромышленном секторе и является единственным промышленным предприятием Казахстана, выпускающим полный спектр сельскохозяйственной техники – зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, сеялки и другое. Сегодня на заводе трудятся более 700 человек, ежегодно производящих порядка 250 тысяч узлов и компонентов. В 2024 году предприятие выпустило свыше 1000 тракторов и более 300 комбайнов. В модельный ряд входят зерноуборочные комбайны Essil, Deutz-Fahr, тракторы Lowell, John Deere, посевные комплексы Amazon, универсальные сеялки и различные сельхозкомпоненты. В среднем выпускается 2000 самоходной техники, таких брендов как Essil, Lowell трактора, Deutz-Fahr, и помимо этого еще свыше 500 выпускается навесной прицепной техники. То есть такие как сеялка, жатки, посевные комплексы, все, что необходимо, вплоть до тележек транспортных, также выпускается здесь. При поддержке АО «Фонд развития промышленности», входящего в структуру холдинга «Байтерек», отечественное предприятие приобрело свыше 100 единиц высокотехнологичного оборудования. Это позволило значительно увеличить производственные мощности до более чем 4000 единиц сельхозтехники в год. В текущей работе то, что мы запустили много проектов с немецкими партнерами, с немецкими коллегами, то есть не только по посевным комплексам, но и даже по комплектующим, которые мы сейчас локализацию производим, то есть для других заводов. Это тоже очень такой результат произошел. Локализационный центр занимается тем, что производит для сельхозтехники компоненты и запасные части. Ежегодно выпускается таких компонентов свыше 250 тысяч. Не только для нашей продукции, которая выпускается на данной локации, но и для других заводов. Живой пример – это завод «Класс», который находится в Петропавловске. Ежегодно мы выпускаем ряд наименований компонентов и отгружаем в их сторону. Нельзя останавливаться, всегда надо что-то пробовать новое. Нельзя зацикливаться только на одном. Для меня ценно это персонал, потому что я считаю, что благодаря своему персоналу на прежней работе я смог добиться такого уровня и в знаниях, и в карьерной лестнице. То есть это все благодаря персоналу.